Здравствуйте, друзья! Как всегда, с вами Лара Володина. Наши хвостики пристраиваются не только в России, не только в Москве, Питере. Также они уезжают и в страны ЕС, что и слава Богу. Хвостики разъезжаются по домам к моим подписчикам. В этом месяце несколько подписчиков пожелали взять себе хвостиков, и несколько уже уехали к ним, за что спасибо им огромное. Но недавно изменились правила вывоза собак из России. Если раньше отправлять усыновленных хвостиков было сложно, то сейчас эта процедура просто дурное представление. Собаки переживают сильнейший, конечно же, стресс, когда они таскаются по кабинетам, проходим ветконтроль в разных инстанциях. Вот хочу показать вам один только эпизод, как мы идем на прохождение ветконтроля. Это мы в аэропорту. Идем на ветконтроль. Бороша, ты же такой смелый, Бороша. Спасибо ветеринару. Действуем по закону. Пол помоет с собой. Хочу сказать огромное спасибо нашим подписчикам, добрым людям, которые берут их в разные страны. Они усыновляют наших якутских бедолаг, чтобы дать им узнать, что такое счастливая, сытая, спокойная, теплая жизнь. Чтобы показать им любовь, заботу, ласку, то, чего они не видели никогда в своей прошлой жизни. Люди, спасибо вам огромное, что вы берете наших собак. Огромное вам спасибо.
И мы видим, как расцветают, раскрываются наши собаки уже через месяц, через полгода. Через год их вообще не узнать. Это уже не та забитая, заморенная, грязная собачонка, какую мы вывозили. Это шикарные, холеные красавицы, на которую смотреть одно удовольствие. Такие добрые люди берут не породных собак, а берут двориков и берут их не для престижа, что тоже очень ценно и важно. И я безмерно благодарна этим людям, которые дарят им свою любовь, заботу, уход. Как же им там хорошо. От момента их вывоза из Якутска до того момента, как мы находим им семьи, проходит время. Это не все просто, не так быстро. И вот содержание их здесь, пока мы их пиарим, пока находим семьи, это содержание здесь, уход, кормление, медицинское обслуживание, стерилизация, лечение порой. Все это стоит денег. И хочу сказать, что без вас, дорогие подписчики, мы бы не смогли спасать в таком количестве. Конечно же, мы нуждаемся в вашей финансовой помощи. Спасибо вам, друзья.